На уходящей неделе Садыр Джапаров принял участие в саммите ШОС, прошедшем в формате видеоконференции. Он также имел телефонные разговоры с российским президентом Путиным и премьером Мишустиным. Джапаров также поговорил по телефону с генсеком ОДКБ Засим, а также с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Британский экономист опубликовал пространную статью про взлет на Олимп власти Садыра Джапарова. Посольство США объявило, что американское агентство по международному развитию ЮСАИД окажет помощь в проведении президентских и парламентских выборов в знак поддержки кыргызского народа. Министр иностранных дел Казакбаев посетил Турцию и встретился со своим коллегой Чавушоглу, а с турецким фондом Маариф подписано соглашение об открытии в Кыргызстане частных образовательных учреждений. Садыр Джапаров заявил на встрече с журналистами, что президентские выборы могут пройти по технологии блокчейн, чтобы не применялся административный ресурс и не было подделок или накручивания голосов. Джапаров подписал закон о поправках в закон о выборах. Форма 2 ликвидируется, избирательный порог снижается с 7 до 3%, а избирательный залог уменьшается с 5 до 1 миллиона сомов. Около 20 молодых людей провели в Бишкеке марш против конституционной реформы. Джапаров подал заявление в ЦИК на участие в президентских выборах, намеченных на 10 января. Хадахан Мадумаров встретился с представителями кыргызской диаспоры в Москве и дал там пресс-конференцию. Роза Отунбаева заявила в интервью Акипресс, что Джапаров, Ташиев и Мамытов молниеносно решили свои проблемы с судами. Однако те же суды не решают такие же проблемы Текебаева, Чотонова, Соляновой и других. Джапаров подписал постановление о присоединении Госпогранслужбы ГКНБ. Ее директор будет первым замом председателя ГКНБ. Министр культуры Нурджигит Кадырбеков представил концепцию информационной политики, в которой предусмотрен мораторий на принятие законов, ограничивающих свободу слова. Верховный суд отменил решение Свердловского районного и Бишкекского городского судов о марше женской солидарности, прошедшем 8 марта, признав тем самым действия милиции по разгону марша незаконными. Число заразившихся коронавирусом достигло 66 тысяч, а количество умерших – 1200. ООН объявил о выделении Кыргызстану 25 миллионов долларов на специализированную помощь для устранения последствий пандемии. От пневмонии в 51 год скончался экс-министр образования Ханыбек Исаков. Юрист Минздрава Азамат Джумакеев заявил, что пока ни один медицинский работник, переболевший внебольничной пневмонией, не получил компенсации. На кыргызско-казахской границе у КПП Актилек-Автодорожный вновь образовался затор из более чем 300 грузовых машин. Замдиректора департамента туризма Генджиматова сообщила, что из-за эпидемиологических и политических потрясений бюджет недополучил в этом году от туризма 400 миллионов долларов. По делу о продаже радиочастот ГКНБ задержал бывшего руководителя аппарата правительства Кылдиева. Финпол провел обыск в доме экс-вице-премьера Сарпашева. Подал в отставку председатель правления Кыргыз-Алтына Алимбеков, против которого месяц митинговали сотрудники. Его сменил Юкюбаев. С митинговавшими против окончательного принятия нового закона о профсоюзах, членов Федерации профсоюзов, а также с арендаторами торгового центра «Караван» встретилась вице-премьер Сурабалдиева. На митинг Дома правительства вышли граждане с инвалидностью и из малообеспеченных семей, требуя восстановления 50% скидки на лекарства, коммунальные услуги, электричество. Митинговали перед Белым домом и жители Военно-Антоновки, требуя трансформации земельных участков. Садыр Джапаров посетил Нарын, встретился с активом области и побывал на месте, где должен был быть построен Верхний Нарынский каскад из 4 малых ГЭС. Адвокат Акин Тохталиев возглавил Госкомиссию по делам религии. Главой Госагентства охраны окружающей среды стала эколог Динара Кутманова. Первым заместителем генпрокурора назначили Нуркамала Набиева, а Сагындыка Мукашева – военным прокурором. Главой антитеррористического центра ГКНБ стал Айбек Шаменов. Ушел в отставку замглавы Финпола Сагынбек Абдылдаев. Его сменил Бактбек Гайназаров. Кудрет Тайчабаров стал главой СЭС Бишкек. Манасти Дюлет Сыдыков декламировал беспрерывно в течение 14 часов 28 минут.
минут и обновил свой мировой рекорд. Его после этого принял Садыр Джапаров. В Доме кино состоялась премьера незавершенного фильма Бакыта Караголова в соавторстве с «Землею и водою» о творчестве Айтматова. Режиссер скончался летом от коронавируса. В пятницу в стране началась неделя борьбы с диабетом. Работники сельского хозяйства отмечают сегодня свой профессиональный праздник.